Народный художник Ингушетии Зелимхан Исмурзиев пишет свои картины всю сознательную жизнь. Кстати, это занятие и помогает ему преодолеть последствия перенесенного им в 2013 году инсульта. В мастерской он, по признанию родных, проводит очень много времени. Основными персонажами его картин являются старики, мирно сидящие у своего дома, на каких-то мероприятиях, на фоне горных пейзажей. Нужно отметить, что Зелимхан Ахметович редко появляется на людях. Ему нелегко говорить, и всю отраду он находит в творчестве. Всю жизнь отдаю мастерской, понимаете? Все время я красками работаю, понимаешь? Я очень часто вижу у вас на картинах вот тона зеленые, приглушенные какие-то, да, коричневые, переходы. Вот это любимый, да? Хорошо, сейчас. Ну, пусть будет любимые. То есть пусть будут, да? Что вас вдохновляет, а что вас... Жизнь. Сейчас Зелимхан Ахметович работает над автопортретом себя в молодости. Что он в нем видит, мастер так нам и не рассказал. Но можно предположить, что, смотря на себя несколько десяток лет назад, он как бы возвращается в свою молодость, время беззаботности и в город Санкт-Петербург, где он получил знания от гениальных мастеров изобразительного искусства. Зелимхан Исмурзиев родился 20 апреля в 1950 году в Казахстане. С детства он часто наблюдал за природой, и любимым его занятием было стараться изобразить ее, тогда еще карандашом и на тетрадном листке. Мирно текущая река, яркая зелень деревьев радовали и дарили покой душе будущего живописца. Первые навыки живописи он получил в мастерской заслуженного художника РСФСР Павла Мироновича Зарона, которая находилась в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Зелимхан Ахметович вспоминает, как подал документы, но не сразу нашел свое имя в списках поступивших. Экзамены сдал. Потом я прихожу, моей фамилии нету, понимаешь ты? Ну, смотри-ка, и потом я женщина, да, и я говорю, ну, моя фамилия есть тут, и она мне говорит, ты поступил 3-й раз. И единственный я поступил 3-й раз. И не в первый, не в второй, а в 3-й. Получив основные навыки изобразительного искусства в Орджоникидзе, Зелимхан Исмурзиев решил продолжить совершенствоваться в живописи и поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Ныне это Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица. Он учился на отделении художника-дизайнера. Учеба в таком престижном учреждении, величественной по красоте и архитектуре пригороды Санкт-Петербурга, позволили начинающему художнику приобщиться к высоким образцам русско-европейской культуры. Он и сегодня вспоминает своих педагогов, в частности, преподавателя по живописи Семена Ароновича Ратницкого. Он очень хороший человек был. Он мне приглашал, чтобы я занимался у него дома, когда он пришел к нам, да, 3-й курс был у нас, и я писал постановку, понимаешь ты? Я начал писать, он подошел, посмотрел, ну, говорит, хорошо. Потом он ушел, а я переделала. Потом он раз пришел, говорит, почему вы переделали? А я, говорит, хорошо, и это, говорит, хорошо. Не мог довести до конца. В северной столице, по признанию Зелимхана Ахметовича, он прожил 10 лет своей жизни, на протяжении которых учился живописному искусству и писал картины. В 1979 году он вернулся на родину и искал работу в Грозном. Не сразу удалось найти достойный заработок. Но самое главное, он мог творить. Картину художник писал в самых разных жанрах и направлениях.
В более поздних работах народного умельца мы видим мотивы, навеянные философскими размышлениями о религии, жизни, предназначении человека. Инсульт, который перенес Эсмурзиев, лишил его возможности свободно общаться с родными и близкими, но не смог лишить природного дара. Зелимхан Ахметович уже не может работать правой рукой, но зато сейчас он пишет картины левой. В мастерской очень много недоконченных полотен, над которыми он работает понемногу. Образы ему приходят из воспоминаний. Я изображаю старейшину. Ну, по тем работам, которые я видела, там не один старейшин, там очень много людей, самые разные, да? Я, понимаешь, что никуда не хожу я. Сейчас не ходите, да? Нет, никуда не хожу. Вот эта вот картина, да, это и есть моя мечта. Даже в самые тяжелые времена можно перенести штормы жизни, если у тебя есть родная гавань, семья. Зелимхан Ахметович пережил очень тяжелые моменты – болезнь, потерю близких, но его всегда поддерживали 3 его детей и брат. И это помогает художнику продолжать делать то, что у него получается лучше всего – писать настоящие шедевры изобразительного искусства.